Всем саламчики, приветствую. Вот, сейчас в коем-то веке наконец поговорю о своих велосипедах. А то все машины уже самому противно, даже монтировать уже противно. Вот. Потому что у меня тут ништяки пришли для моего GT. Вот, вообще расскажу. У меня есть два велосипеда. Вот, GT, соответственно, мой любименький, которому уже сколько? Я его покупал в 2013 году, то есть ему 12 лет будет этому велосипеду. Естественно, от того велосипеда, что я покупал, осталась только рама. Вот эта рама, она прошла, наверное, около 80 тысяч километров, если взять общий пробег там со всеми покатушками. Вот, рама, переднее колесо, кстати, тоже оригинальное, с диском тормозным. Сами машинки тормозные, механика, тоже оригинальные, и спереди, и сзади. А все остальное, все мененное, естественно. И у каждой комплектующей есть своя история. Я даже помню, где что покупал, где брал, где мне что дарили. Вот, кстати, диоровский переключатель задний мне подогнал приятель во Владивостоке вместе с монетками. Тут полный винегрет, вот, абсолютно винегрет. Вот монетки Оливио. Передний переключатель, что там? Тоже Оливио. Да, тоже Оливио. Задний Диор, колеса разные. Вот это вот колесо мне во Вьетнаме собирали. Кто помнит мои серии по восточному кочевью. Там была проблема у меня, постоянно взрывались покрышки. И это все было из-за обода, потому что тот обод был предназначен для бескамерных покрышек. Но суть в том, что я на том ободе проехал там перед этим, наверное, почти 10 тысяч километров. То есть я не знаю, что с ним стало. Видимо, что-то стало. Вот. А вот этот обод, он оригинальный. Держится молодцом. Все хорошо с ним. Вот эта вилка тоже в Таиланде покупалась. Вот этот руль тоже. Это во Вьетнаме покупался. Вот этот руль бабочкой. Удобный. Но после того, как я поездил с баранкой, вот на этом велосипеде, на Peugeot, кстати, я езжу последние 4 года. Вот этот вот практически все это время стоял. 4 года на нем отъездил. Я привык вот к этой спортивной посадке. Это реально классно. Очень. И после этого я сел вот за руль бабочку. Он вообще мне неудобный. Без возможности спортивной посадки. Ну, прям вот неудобно. Я как будто какой-то скрючившийся сижу. Вот. Вот, а что говорить по Peugeot, я его купил в Далласе, в Техасе, когда мы жили где-то 4 года назад. Или 5 даже, 5 лет назад. Вот, классный стальной велосипед, какого он года? 84-го, по-моему, года. То есть этот велосипед ждал меня около 40 лет. Когда я его покупал, вот этот велосипед, он был в идеальном состоянии, в нулевом. То есть в оригинальном состоянии. Вот как будто его купили и поставили в гараж, в сухой гараж. Вот у меня такие были ощущения. Реально, там бирочки даже какие-то эти были, бумажные. Ну, короче, прям вот как из магазина забрали, и на нем, видно, прям не ездили. Но вот за 4 года... И это говорит о том, что на нем не ездили. Потому что вот за 4 года, вот смотрите, во что он превратился. Просто он весь ржаветь начал. Рама вся вот пошла, вот такая вот вещь. Если бы на нем катались с 84 года, от него бы ничего не осталось. Он бы рассыпался бы давно бы уже. Но вот я начал его эксплуатировать. И вот такая вот везде ржавчина пошла. Ну, сталь вот она такая, да. Но на самом деле сталь вот просто вот пересаживаешься, когда со стали на алюминий. Ты чувствуешь прям все с задницы, насколько жесткий алюминий и какая прекрасная сталь. Но вот минус — это коррозия и вес, конечно. Вес у стали довольно приличный, тяжело разгоняться, но как наберешь ход, он идет вообще отлично. Вот, и да, вот я хочу его сделать под проект, этот велосипед, то есть покрасить его в будущем, вот. Пока он пусть остается у меня. Велик классный, мне нравится. Может, фикс из него сделать, не знаю, посмотрим. Сейчас я хочу своим вот этим GT-шкой своей заняться. Это вот изначально, говорю, я покупал его в Триал Спорте 12 лет назад, где-то за 17 тысяч там, ну, это типа со скидкой было.
Вот, то есть хорошее предложение было. Раньше это называлось гибрид, то есть велосипед гибрид. Это сейчас уже такого понятия, как гибридный велосипед, нет. Гибрид это уже сейчас что-то электрическое, значит. Сейчас уже gravel. Gravel велосипеды. Вот. А это гибрид. Гибрид типа это полугорный, полугородской. У него тоненькие колесики были, больше для города. Здесь даже вот написано City Cross. Вот. Модель вот Transeo 3.0. Вот тут сколько наклеечек, это все история. Это Швеция, там вот что только нету. Все наклейки с историей. Вот. И этот гибрид на тот момент. И сейчас я из него буду делать полноценный гревел, можно сказать. Вот у меня коробочка, сейчас я его буду распаковывать. И буду... Сейчас, в общем, покажу все. Все, я распаковал. И вот те самые ништяки, которые мне пришли. Что я взял? Взял руль. Руль баранка. Вот. Станет вот сюда вот. Он поуже. Классная штука. Будем сейчас ставить. Вот, что у меня пришло. Пистолеты пришли. Пистолеты взял я не шимановские. Пистолеты взял компании, ну, такой ноунейм компании Micro New. Это типа, видимо, пародия на Microshift. И, кстати, про Microshift я буквально неделю назад узнал, что есть такая хорошая, типа, аналог, конкурент, так скажем, даже Shimano, Microshift. А вот это, видимо, копия вот этого Microshift, Micro New. Не знаю, по цене они $60 вышли, вот два вот этих пистолета, соотношение 3,9, то есть 3 передних и 9 задних передач. Вот, посмотрим. Я с ними ни разу не ездил вообще, вот, с пистолетами. Ну, выглядит все хорошо и на ощупь неплохо. Если будет работать, главное все, то отлично. Взял еще вынос, такой регулируемый по высоте. Вот мне потому что подлиннее вынос нужен, я понял, что мне нужно место. Потому что этот очень короткий. Мне нужно подлиннее. Этот очень короткий. Обмотка руля, соответственно, и тросики всякие. Белые как раз тут оригинальные белые тросики. Вот. Сейчас будем ставить и смотреть. И будет натуральный gravel байк. Так, вот снял руль. Красавчик. Так, сейчас подпиливаю рулевой штырь. Он немножко длинноватый. Вот совсем там 1,5 сантиметра надо подпилить. В общем, у меня тут затык небольшой произошел. Вот этот стакан рассчитан на более толстые рули. Мне сейчас пришлось немножко изолентой утолщить руль. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, проставка какая-то нужна. Ничего страшного, думаю, все нормально будет. Вот, заказывать другой вынос не хочется. Доброе утро. Сегодня 22 апреля. Вот, и сижу на велик, любуюсь. Это уже прошло дня 2 с последней записи. Я все продолжаю заниматься велосипедом. Я его еще не доделал, потому что вот этот вынос, он, короче, рассчитан на толщину руля чуть больше, чем у меня есть. Ну, я его буду возвращать, потому что он слишком длинный, оказывается. Вот этот вот старый, он нормальный. Мне не нужна длина, потому что сама рама этого велосипеда это Элька. То есть она чуть больше, чем мне нужна. Элька начинается от 180 сантиметров роста, а у меня 175, поэтому вполне хватает. Вот, так что этот вынос я буду возвращать, этот оставляю. Но он тоже толстый, для толстых рулей. Вот, и я заказал проставки. Сегодня должны специальные проставки прийти. Вот, и будет, надеюсь, все хорошо. Вот, а так сейчас сижу, любуюсь на велосипед, смотрю вот что откуда. Ну вот, и чем я руководствуюсь, вот основное, вот для велосипеда, комплектующие для велосипеда, вот чем я руководствуюсь? А тем, что, чтобы эти комплектующие можно было бы условно приехать куда-нибудь в Таджикистан, прийти на базар и купить все, что тебе надо, заменить все, что тебе надо. Потому что вот были такие случаи, вот даже в том же Таджикистане, мотался по перевалам, а колодок я не взял запасных. И, естественно, по этим перевалам все колодки у меня съелись. Даже был такой момент, нажимаю на тормоз, еду с перевала,
Анзоп, по-моему, перевал был. И нажимая на тормоз, вообще не схватывает ничего. То есть тормоза перегрелись или что. Нажимаю, я испугался так. Я уже заднюю мысль думаю, а что тормозить? Смотрю, там скала, ну, либо в обрыв, либо об скалу. Я уже думал, сейчас об скалу буду тормозить. А скорость там 60 километров в час. То есть вот так летишь нормально. Ну, тогда я еще не так прям успел сильно разогнаться, но скорость была приличная. Травмы там нормально можно было получить. Там еще зима, скользко. Вот, и я не мог в Таджикистане найти колодки под дисковые тормоза. Вибрейков куча, а тормозов нет. Ой, колодок вот этих именно нет. И так вот я ехал без колодок, короче, еле-еле как тормозил, ну, тормозил. А груженным в горах, ну, как бы это тяжело. Да? Тормоза это очень важно. Вот, это один момент, вот. Что говорит о том, что вот вибрейк как бы практичнее, хотя вибрейк я не люблю. Ну это... Вот еще пример скажу, да, вибрейк. Ну, во-первых, ты заедешь на вибрейках куда-нибудь в песок, в грязь, потом это все будет тормозить, стачивать твой диск, ну, обод точнее, все это под опыт будет. Ну, короче, это геморрой. Вот у меня был трек 820 велосипед, это мой первый велосипед, который был. Ну, у меня опыта тогда мало было, в общем, я в универе учился, денег особо не было, и я ездил на вибрейках, ездил, потом, ну, я понимаю, что их надо поменять, сточились они. Но я все равно ездил, как бы не придавал этому значения, думаю, ну, куплю потом, как деньги будут. И в итоге еду зимой, заезжаю на очередной бордюр, и просел я, короче. Смотрю, обод у меня лопнул. Смотрю, почему? Я смотрю, там такая у обота стала такая тоненькая стенка. То есть вот эти колодки у меня, они износились и начали тормозить уже железной металлической штукой. В общем, я тупо металлом об металл тормозил. И вот, естественно, обод сточился, и все, колесо под замену, целое колесо. То есть из-за такой, вроде бы, казалось, незначительной вещи, как просто износ колодки, ты портишь все колесо полностью. И, в общем, либо там колесо новое собирать на старой втулке. Ну, короче, это геморрой дополнительно. Представьте себе путешествие, если вот такое происходит. Ну, вот не можешь ты вот так же в Таджикистане поменять колодки, например. Ну, не взял вот по своей глупости, там, не взял колодки. И все. У тебя полностью все колесо летит вместе с точнее, колодки утаскивают все колесо. Поэтому вибрейк это тоже непрактично, потому что, ну, можно испортить полностью колесо. А с диском, что там, никаких проблем в целом. Ездишь, ни грязь, ничего не страшно. И именно потому, что дисковая механика еще важнее. Я не говорю, что лучше там гидравлика. Гидравлика это которая на масле работает. Масляный принцип, как в автомобиле. И механика. Вот механика, она простая. Тросик. Ничего с ним. Везде купить его можно, поменять. То есть более надежный узел все-таки, чем гидравлика. Гидравлика потечь где-то может, соответственно. Вот, поэтому вот этот велик для меня вот сейчас почти идеальный. Сегодня утро, аукцион идет по продаже машинок. Вот, я себе присмотрел тут Ford Focus 2017 года. Вот этот вот. Вот этот Ford Focus, короче. Вот, Run and Drive. Все дела. Вот, вроде в хорошем состоянии, то есть я думаю долларов за 700 его взять, ну, соответственно, там плюс фи, там, если за 2 выйдет, будет хорошо. У него там перед чуть-чуть, вон, бампер расхерачен, но это фигня. Вот идет. Вот тут написана локация, кто откуда ставки ставит на машинке. Вот так вот и долго все это происходит. Блин, я сейчас катаюсь с этим рулем, он вообще обалденный. Классно. Прокачал свой велик. Тоже удобный руль очень. И посадка более спортивную можно сделать. И так сидеть тоже хорошо. И погода замечательная. Я сейчас искупался. Красота такая. Едем с Аечкой по океану. Все приболело. Я ее сам везу. Вот, тут сейчас в Дайтоне Jeep Week. Одни джипы съехались, вон. Одни джипы съезжаются со всей Флориды и не только, наверное.
главной продажи на сегодняшний день. Еще такой момент, чтобы я обратил внимание, полностью самый способ нормально всему привлечь внимание в 2025 году, это создавать свои инструменты. Почему? Смотрите, у каждого есть искусственный интеллект, каждый пользуется искусственным. Так, тут, короче, что такое вот? Я включаю bilge pump основной. Вот, включаю, и там начинает течь. И каждый день я так выкачиваю прилично воды. Я думаю, неужели там такая лодка дырявая, что там за каждый день, вот сегодня я выкачал с утра там галлонов 5. И я думаю, наверное, где-то что-то с кранами, где-то с какой-то трубы течет, потому что не может столько воды, там столько галлонов набираться просто так. Вот. И я проследил. Я такой попробовал включить душ. Изначально я думал, что он течет сразу на улицу. Ну, так подумал. Но там он на самом деле на уровне воды даже ниже находится. Но нет. Он течет вот сюда. Вот идет трубка. И вот сюда. Здесь находится bilge pump тоже. Это для душа bilge pump. Вон там находится лягушка, все дела. То есть он должен оттуда ее выкачивать. Проследил провода. Смотрю, почему-то не включается, не работает. Вот. Все проследил. Вот, оказывается, здесь включатель его. Вот, но он оказался нерабочий. Я напрямую подключил этот к этому. Вот. И включаю вот bilge pump. Он фонарь загорается. Так что вот. Сейчас буду подключать к самой bilge pump и надеюсь, что она работает. Очень на это надеюсь. Собрал лаечку, со школы едем. Я, кстати, заметил, сейчас весна, вот апрель. Очень много агрессивных людей. Видимо, весна наступила в натуре. Весна идет, и у людей крышу сносит. Агрессивных очень много людей стало. Зимой спокойно было, сейчас вообще капец. Что-то бибикают, что-то какие-то проблемы у них. Напрашиваются сами, на конфликты идут. Вообще ужас. Фу. Выехал сейчас с утра, перед рассветом, в воскресенье сегодня покатаюсь немножко. Шикарный рассвет сейчас будет через минут 20. Какая красота. Вам же слышно, как птички поют. С дворами еду. Я вот говорил уже, что когда живешь на воде, сезоны вообще не чувствуешь. Ни весна, ни лето, ни зима, осень. Потому что там пальмы растут, леса как такового нету. Вот, а сейчас еду по дворам, тут много деревьев всяких, там лесочки такие. И птички поют. И прям весна в воздухе стоит. Столько ароматов прекрасных по утру. Все рассвет встречают, фоткают. Красота, потому что. То есть гостиница вдоль побережья. И вот все выходят рассвет. Все-таки Флорида, это восточный берег Флориды, это берег рассветов. И вот они выходят из гостиницы и встречают рассветы. Скупнуться потом надо. Скупался, кайф такой вообще сейчас. Вода вот самое то, что нужно. Такая свежая, потому что потом вот в июне, в июле, август, там будет она очень теплая, не для освежевания, так скажем. Вот.
А сейчас самое то. Сейчас вообще нормальное лето. Притом это апрель. Вот, заканчивается апрель. Это нормальное лето. Духоты нету. В этом году только вот весна сухая, дождей практически нет. Засуха, короче, аномальная для этих мест. Вообще, каждый прям дождя охота. Но влажности нету, пока еле-еле до 30 температура днем доходит. Вот такое лето должно быть. Но это еще апрель только. Все-таки какой кайф, когда с утра никуда не надо. Приезжаешь на океан, покупаешься, поджимаешься. Вообще кайф. На велике до океана ехать мне 1,2 мили. То есть 1,5 километра, грубо говоря. Ну, больше точнее, как 1,5. 2. Вот, вообще кайф. Сегодня я приехал на аукцион, Гидеонс называется. Ну, короче, официально государственный аукцион. Тут вот лоты в полицейские машины есть, туда-сюда. Вот такие вот. Они открыты, кстати. О, они открытые все. Можно посмотреть и купить. О, прикольно здесь. Вот здесь всякие рабочие машины, строительные компании, там кто-то, какие-нибудь компании от машин избавляются или просто банкротство делают, потом все имущество здесь распродают. Вот здесь такой, Эльдорадо это. Кадиллак Эльдорадо стоит, такой красавчик. Полицейская? Флорида полис. Вот, у них значок здесь стоит. Ну, наверное, какой-нибудь шериф ездил на ней. Такой вообще прикольный салон. Офигеть. Офигеть, это вообще корабль. Спереди 3 человека может сидеть. Офигеть, вот это класс. Ну, сиденья, они прям Запах прикольный. хрустят уже. Ну, жесткие сильно. Ну да, тут заниматься есть. Вот, смотри, для сигарет. О, смотри, тут пожалуйста. свет даже горит. Дверь открыта, нифига себе. Смотри, Аккумулятор. как изящно. Да, интересно, блин. Это, конечно, вообще прям бабушкин Офигеть. комод и диван. Давай я сфоткаю внутри. Ой, какой кайф здесь в лесу. После аукциона заехали в парк погулять. Блин, как давно. Тут вообще другой состав леса. Чуть подальше едешь от океана, вообще вот запахи другие. Весна ощущается. Вот у нас, я вот уже рассказывал, там живешь на берегу, как бы пальмы и зимой, и летом одним цветом. А здесь прям запахи, ароматы. Такой лес шикарный. И вот самый кайф это лечь вот так вот. И прям почувствовать энергию земли. Хорошо. Там один большой. Маленькие крабики интересные. Одна клешня большая, другая маленькая. Прикольно вообще. Интересные ребята. Хочу один поймать. Я один поймать. А вот и моя машинка пришла. Ну, вон стоит. Красавица.
Да, вот стоит мой доджик, красавчик. Вот, спускается, заводится, уже все классно. Так, ну чё, машинку поставил, заряжаю аккумулятор сейчас, подкачиваю колеса. Аккумулятор вообще мертвый, естественно, завтра надо будет ехать покупать. Ну, в любом случае его надо будет менять, хотя там написано 24 год. Здесь на этом Даджеже аккумулятор, как всегда, вот здесь, в этом месте находится. Ну ладно, сейчас заряжаю. Главное, чтобы завтра мне поехать, завестись, поехать, до Волмарта доехать, и нормально все будет. Вот, что по Даджу сказать. По внешке, как бы, никаких сюрпризов. Никаких сюрпризов по внешке нету. Вот, сейчас внутри тут какой-то хлам был, я его выкинул, убрал. Вот, завтра уже нормально поснимаю, покажу. Вот. А так никаких сюрпризов. Вот, завтра буду ездить уже и смотреть механическую часть. Вот, завтра надо будет масло купить, посмотреть антифриз, потому что там в бачке вообще нету антифриза. Надеюсь, он есть. Просто не следили за этим. Надеюсь, нигде не протекает ничего. Но разберемся, посмотрим. Завтра будет видно. Вот, а сейчас заряжу аккумулятор. Машинка грязная, конечно, вся внутри и снаружи. Прям все вычистить, помыть охота. Фары побитые, но они работают. То есть вот я сейчас включу. Где здесь это, блин? Где здесь? А, вот аварийка. Аварийка. А, ну здесь просто нету лампочки, здесь есть. Аварийка работает. Спереди работает, тоже должно все работать. Да, спереди все работает тоже. Вот это так, проверка. Вот маленькая. Бенза вообще нету, надо до ближайшей заправки будет завтра доехать. Вот такие вот дела. До завтра. Мы тут уток кормим. Вон. А тут самов столько вообще приплывают. Вон, целые косяки самов, они за ноги уток кусают. Бедные утят, уточки наши, блин, не могут нормально поесть. Тут конкуренция вообще. Притом эти самы, они как акулы. Вот смотришь, такие силуэты акульи. Это нереально просто. Так вот прикинуть их, не знаю, штук. Охренеть. 15, наверное, вокруг. Офигеть. Больше там 15, наверное, 20. То есть они, видимо, настолько голодные, такой дефицит у них еды, что посмотри, он прям этот самый, чуть ли не за бока ее там грызет. Но они при том большие здесь не вырастают. Я не видел большие экземпляры, они все такие вот, типа, не знаю, Ну, максимум, по наверное, локоть, как моя по рука, локоть. да. Откормленные этот самый жителями, что подкидывают, наверное, какие-то отходы. Ужас. Так, кстати, сейчас меняю руль, снимаю обмотку. Вот, буду ставить другой руль. Вот. Он немножко покороче. Вот здесь вот эта часть, она длинная слишком. Вот, и мне взял чуть-чуть покороче. Как мне кажется, более удобная. Попробуем ее. Так, ну что, следующий день. После того, как мне доставили машину. Сегодня я на ней уже проехался, наверное, миль 10. Детей забрал со школы, там, садиков. Вот. И что, по первому впечатлению, самое главное, что я выдохнул, мотор, коробка вроде работают, все нормально. Никаких проблем нету. Есть какой-то шум, но это, наверное, ролики. Ну, по-любому нужно менять ролики с ремнем. Вот, просто шумит что-то там. В любом случае это поменяю. Дальше посмотрим. Коробка вроде переключает. Я до 50 миль в час разгонялся. Вроде все нормально было. Вот.
она еще не мытая, я вообще с ней ничего не делал фактически. Посмотрел по ошибкам, там ошибка вылезла, check engine. Вот, и я посмотрел там с катализатором, ну, на той машине в прошлом Дадже тоже у меня с катализатором было, это заглушку поставлю нормально. И что-то какой-то еще по какому-то блоку что-то вышло. Но самое главное, это не критично все пока. Вот, что говорить по салону. Салон кожаный, в отличие от того прошлого Даджа, он, там было тряпичное. Но на самом деле для меня не важно, там кожа, не кожа, на самом деле пофиг вообще. Вот нету у меня такого там, что кожа, там, блядь, и это. Нахрен мне это не надо на самом деле. Кожа более практичная, если у тебя есть дети, потому что если они что-то проливают, но все равно вот здесь тряпичка идет. Вот. Кожу просто легче помыть, что-то сделать. Ну, выглядит, конечно, покрасивее, ничего не скажешь. Вот, в целом по состоянию, по салону машина, конечно, более усосанная, чем прошлый доджик, который я брал. Хотя пробег прям аналогичный, тоже 180 тысяч миль. Вот, но здесь вот тут и руль покоцанный, вот все такие прям видно. Конечно, тут сейчас грязно все, понятно. Тяжело так судить, помыть надо все. Но вижу много вещей, которые поломанные. Там вот эти всякие штуки, короче. Мне ощущение, что она из-под чернокожих ребят, эта машина, скорее всего. Вот, потому что вот здесь, вот что это такое, блин? Вот как будто сгорело. Это как это вообще можно сделать? То есть, ну, это все с разборки можно взять, конечно, все эти мелочи. Кондиционер работает. Кондиционер работает, это классно. Вот, я прям все системы еще не проверял. Вот. Поэтому самое основное, базовое, все работает тут. Вот, это фары, это я изначально знал, брал с такими фарами. Вот, их на разборку поеду завтра, наверное. Буду завтра брать. 2 буквок здесь не хватает, кроссовок. Вот. Тут бампер. Фигня какая-то с ним. Ну, это зашпаклевать, покрасить можно. Вот. Здесь ничего обычного. Там запаску надо будет вниз поставить. Антенна такая же, как на прошлом Дадже, тоже обсосанная. Ее надо будет найти на разборке. Видимо, у них больное место, эти антенны. Они просто рассыпаются у них. По колесам резина вот задняя подстертая. Видимо, она впереди стояла. И ее поставили назад. Вот. Впереди нормальная вроде резина. То есть надолго хватит. Профиль большой у нее. Большие колесики. Вот, значит, резина будет дороже. Еще по ходовке, вот я ездил, у нее стойки прям мертвые. Передние надо менять, они стучат. И машина просто как диван. Просто как на кровати пружиной прыгаешь. Вообще там на лежачем полицейском. Мягко, конечно, но слишком. И стучат стойки. Но это сейчас не самое главное. Главное все вычистить, привести ее в нормальный вид, чтобы на ней уже можно было и на Uber там работать, подрабатывать, что-то делать. Вот. ПТФ-ки работают, противотуманки. Вот. И эту машину, походу, разбирали ее. Вот у него много где не хватает клипс каких-то. Ее разбирали варварски. Вот не знаю, что делали. Вот здесь крепление для вот этой стойки сломано. Что тут делали? Вот здесь вот что они хотели открыть, что ли? Вот как это вот прям... Чем как-то варварски все это делали. Разбирались, что-то до чего-то докапывались. Ну, короче, видно, что тут руки кто-то прикладывал. Вот очень плохо. Вот, и сами фары разбиты. Кто-то их побил специально. Вот видно, как будто ледорубом их побили, потому что вмятин-то ничего нету. Вот здесь следы есть. Как будто каким-то, ну, чем-то острым вот тыкали и разбили. Блин, жалко, фары хорошие. Такую версию... Они затемненные немножко, они называются Smoked, и тяжело будет найти. Найдутся светлые фары, ну и хрен с ним, по сути, это не важно. Как бы. Просто так, эстетически выделяться будут на фоне передних фар. Потому что передние фары Smoked тоже. Ну вот здесь вот тоже отражайка поломанная, тоже тыкали. Ну вот кто тыкал, я хрен его знает. Здесь вот. Понизу вроде все нормально там. Вот, в целом все нормально. Там... По охлаждающей жидкости я уже 2-й бачок там заливаю. Вот уже 2-й бачок почти ушел. Ничего не течет, вроде не протекает. Я думал, ну, сначала, естественно, проверил. Смотрю, ничего не течет. Просто не было охлаждающей жидкости там. Сейчас вот уже 2-й бачок залил полностью. И вот он уже на минимуме стоит.
Надо будет какой-нибудь воды залить хотя бы просто сейчас. Все равно буду потом все сливать и новую нормальную жидкость заливать. Сегодня масло буду менять, масло в коробке, масло в двигателе. В коробке частично буду замену делать. Ась, одуванчики уже пошли, классно. Вот, поэтому в целом свечи потом, конечно, тоже поменяю. Вон видно, тут катушку меняли одну. Дэнсы ставили. Понтовую, не абы какую. Так, поэтому в целом я как бы доволен. Ее намарафетить, порядок привести, убраться. И все будет хорошо. Ну вот, что не говори, выглядит, конечно, она красивая. Вот по сравнению с тем доджом, тот додж просто базовая версия, он прям красивый. Колесики красивые, вот это вот, бампер красивый, ПТФ-ки. Ну, дорого-богато уже выглядит. Помыть ее вообще будет конфетка, там фары нормальные поставить, салон вычистить. Вообще будет все круто. Выглядит прям круто. Если машина, ну, мне Dodge Journey вообще нравится, я ее хочу себе оставить, потому что мне машина в любом случае нужна. Себе, скорее всего, оставлю ее. Вот, если коробка с мотором не будут шалить. Здесь вот что-то ржавчина тоже покрасить надо будет. Крыша вроде тоже все хорошо. Ну, по-моему, видно будет что-нибудь. Вот я еду на ней. Она, конечно, вообще прыгает вот на стыках всех. Я не знаю, на камеру это, наверное, незаметно, но вообще жесть. Просто, ну, страшно аж так. Так машину качать начинает. Эти по-любому нужно менять стойки. Вот. Аккумулятор, кстати, живой. Я его вчера заряжал. И он полночи стоял, заряжался. Сейчас вроде нормально все заводится, потому что он мертвый был, аккумулятор, разряженный. Но он полугодовалый. То есть он не старый аккумулятор, нормальный. Вчера вот с аукциона купил вот за $50 такой массажер ног. Вот сейчас дети пробуют, вообще классная штука на самом деле. Аккуратно, только не сломайте, хорошо. А чайный гриб, кстати, растет. Я его за $13 с Амазона заказал. Там целый скуби называется эта штука. Вот, вообще классный. Так квас мне напоминает, когда такой не сильно ядреный. Когда вот ночь постоит, прям вообще круто. Так что теперь каждый день пьем. Вот я уже приготовил. Сейчас остывает чаечек. Заливать потом будем. Каждый день заливать, заправлять. Надо грибочек кормить чаем. Так, что, приехал во дворы, сейчас готовлюсь. Maintenance. Купил трансмиссионную жидкость. Масло сейчас буду сливать, заливать. Трансмиссионку купил универсальную. Там авто F4 нужна, она в 2 раза дороже. Пофиг, думаю, блин, куплю. О, масла мало было. И черное оно какое-то. Черное, давно его не меняли. Ужас. Ужаси. Так, масло поменял моторное, а вот с коробкой я не посмотрел, у нее крышки нет сливной. То есть придется снимать, я просто забыл, в прошлый раз тоже так же было. Снимать поддон, менять фильтр, прокладку. Вот, так что надо будет это все заказывать, это не сейчас буду делать. Сейчас я могу подлить только чуть-чуть, чтобы уровень был, потому что уровень немножко ниже, чем нужно. Сейчас на ночь глядя решил проехаться миль 12. Кайф, такая погодка. Бриз такой, ветерок. С новым рулем. Руль обалденный очень. Месяц там такой. Так, ну что, доброе утро. Сегодня 1 мая, день труда. Вот. Я пришел на Junkyard. Мне надо найти задние фары. Ну, с этим проблем не будет. Тут везде почти задние фары никому не нужны. Ну, тут багажника нет. Мне еще здесь вот фара на багажнике, на крышке находится. Вот 2018-го этот доджик. Весь распотрошенный. Там ни мотора, ни коробки, ничего нету. Вот. По салону мне кое-какие штуки. И антенна нужна. И прокладка вот здесь тоже нужна мне.
Да, ну тут все поснимали, потому что машина свежая, 2018 года. И тут все поснимали, потому что все в хорошем состоянии должно быть. Угу. Да. Так, смотрим, что здесь. О, антенна уже есть, это хорошо. Антенку снимем. Что здесь по фарам? Ну, вроде все нормально по фарам. Здесь и буду, наверное, их снимать. А, нет, не нормально. Не нормально. Ну, зато вот. Опа. Вот везде смотрю, вот эти тоже сняты штуки. Они быстро обсасываются очень, вот, и снимают их. Черненький доджик уже. Вот здесь может быть фары. Фары возьму, не знаю, вроде в нормальном состоянии, они грязные просто все. Вроде без коцок, без ничего. Ну, вроде нормальные. Но они вот не так красиво выглядят, они не затемненные. Но может быть каким-то лаком можно будет их покрыть потом в будущем уже. Да. Не знаю, нравится мне эта машина. Так, вот еще черный доджик. Так, по мелочам, по декору смотрю, здесь этих тоже нету штучек, зато подлокотник целый. Офигеть, я его сниму сейчас. Классно. Целый подлокотник. Не растрепанный. Можно купить, конечно, покрывало сверху. Ну, вот специально чехлы, короче. Ну, нафиг оно надо, если можно чехольчик снять. Все, везу, взял все фары, подлокотник, там мелочи, вон антенки. Едем пробивать. Короче, я тут тупанул немножко, очень жестко. Вот у этой фары, вот она, оригинальная здесь. У нее здесь LED-лампа, то есть она другая. А вот которую я взял, здесь лампочка, соответственно, тут разъем другой, он не подходит. Вот, я не знаю, что делать. Можно просто вот это стекло переклеить сюда, попробовать. Феном разогреть, он вроде на клею здесь стоит. Разогреть его и поменять, потому что, ну, фара не та. Там разъемничек этот не подходит. Вот другие разные вот они. Да, ну ничего страшного. Сосиска тут проверочку устраивает. Он кошаками, может, каким-нибудь пахнет. Сосиска. Ходи, где ты? Мой морде. Оказывается, тут вот на багажнике вообще совсем другая фара. Тут два разъема разных, не один. И этот тоже другой, не подходит. То есть надо было жгут проводов еще оттуда забирать и монтировать сюда. Короче, поеду назад на Джанкьярд опять. Он, благо, недалеко отсюда, в принципе. Вот, надо трещотку. Я, кстати, трещотку, там инструмент забыл. Вот, и за ним заеду. И коннекторы надо снять со старой машины. Вот. Надеюсь, они тоже подойдут. Все нормально. Блин, на этой машине с этими стойками вообще разгоняться страшно. На большой скорости просто капот прыгает, как на волнах вообще. Ужас. Вот хочу разогнаться здесь нормально, но вот страшновато. Так. Да, наконец на мойку заехали. Сейчас машинка будет чистенькая, красивенькая. Огонечков нету, да, дочь? Раньше были. А, во-во. Ну вот, морду умыли, ну красавец же вообще. Красавелла.
Кстати, запаска здесь на выкид, она все уже конченая. Надо будет на джанкьярде другую запаску искать. Короче, здесь такая же фигня, как в прошлый раз была. Опять поломанные брызговики. Надо будет опять где-то выкорячивать их. Опять все течет мимо. Да, тут ламантины здесь прям проплыли. Вон с малышом плавают. Красавчики. Фига они здоровые, коровы морские. Ух ты, нифига себе, тут смотрю, гуляю, тут турнички поставили, брусья, перекладины, все дела, отжиматься, это вообще редко здесь. Вообще это редко так увидишь, чтобы на улице поставили что-нибудь. Кстати, эта тачка на Терминатора похожа теперь. С этой фарой. Ну реально, чем не Терминатор? Мне даже нравится так, честно, может оставить. Прикольно. А мне здесь ништяки, короче, пришли с Амазона. Свечи пришли. Свечи, фильтр с прокладкой на замену масла коробки. И ремень пришел. Ремень с роликами на замену. Сейчас буду заниматься. Свечи поменяю. Сейчас самая легкая пока. Че, выкрутил одну свечу. Вот она. Конечно, видочек у нее бывалый. Вот тут что-то подгоревшее какое-то все. Вот. Ну, свечи это расходники, надо сразу менять их по умолчанию. Ставить другие. Благо недорого это все, недорогие. Они $11, по-моему, стоят 4 штуки. Ставим. Так, идет процесс. Вот снял натяжитель, старые ролики. Ставлю другие. Новенькое все. Вот, что мне нравится в американцах, у них очень большое подкапотное пространство. Ну, по крайней мере, с теми машинами, с которыми я сталкивался. Вот здесь вот вообще дофига места. Вот там, вот здесь что-то я не понимаю, что должно быть, какое-то крепление. Надо посмотреть, что там было, как будто что-то не хватает. Вот, но в целом подкапотка вообще большая. Вот здесь можно спокойно ролики поменять, ремень. Вот, не сравнить, конечно, с Toyota с 3.6, вот у меня на Авалоне. Там вообще, чтобы подобраться куда-нибудь, там места нету, там все прям в притирочку. Мотор большой, подкапотка тоже небольшая. А здесь вообще кайф. Так, выехали первый раз в лес на этой машине. Вот, сейчас проехал по трассе, разогнался до 70. В принципе, все хорошо, без всяких проблем. Единственное, стойки, конечно, с этими стойками вообще невозможно ездить. Ну, прям реально опасно. Машина очень тяжело контролировать. Ну, постоянно следить надо, короче. Плюс стучат они, там еще, да, трасса была бетонная. Жалко, люка здесь нету, да? Люк был бы, вообще была бы шикарная машина. Так, мы доехали. Вот, в лесу сухо. Я на самом деле думал, что лес будет закрыт, потому что засуха сейчас здесь, в этом именно районе. Там впервые там за 8 лет, короче, вообще дождей реально давно уже не было. Вот. Вот. И комаров, наверное, сейчас никого. Единственный плюс, наверное, комаров, наверное, мало будет. Потому что очень сухо. Тут нужна музыка из бумера. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да. Ну, как говорится, хорошее место пусто не бывает. Вот тут оводов дофига летает. Сранцы, блин. Так, выезжаем из леса. Что-то тут реально эти задолбали, как их, оводы. Вот, поедем на лодку. Там на лодке будем ночевать. Тем более у меня 2 лодки сейчас. Ту продать не могу, старую. Вот. Не продается, пока я за нее уже за месяц заплатил, за следующий. Так что и за новую уже заплатил, уже оформил на себя официально. Так что такие вот дела. Что, дождик, кстати, пошел чуть-чуть маленький накрапывать. Классно.
Красота. С мостом рядом. В общем, из леса мы уехали, что-то там нас закусали, эти оводы надоели. Да. Надо боль. И у них глазки были черные, и иногда зеленые, и иногда желтые. And it was so silly. Yeah. And you gotta run away. Да, и мы свалили, короче, на лодке. И мы вот так делаем. Здесь, возле океана, на речке хорошо, ветер продувает. Там духота была немножко. Тебе так сильно. А здесь вообще хорошо. Продувает, никто не летает. Смотри, какая луна красивая. Луна красивая. Я не вижу луна так сильно. Так, ну что, очередной день. Сегодня 4 мая. Я лезу менять масло в коробке. Вот уже все болты открутил. Сейчас все на герметике заводском держится. Скорее всего, заводском, я думаю, здесь также не меняли масло никогда. Вот, так сейчас буду протыкать герметик, чтобы это все сливать и открывать крышку. Менять фильтр, менять масло. На герметик все это сажают, и потом приходится как клином вбивать туда что-нибудь. Вот сейчас кол какой-нибудь. Ну, потому что оно крепко сидит. Вообще можно, по сути, без болтов ездить. Будет держаться. Да. Еле-еле снял крышку. Вот здесь, естественно, металл, ежик. Да? Нормально. Вычищаю, собираю и заливаю. Так, ну раз залез, заодно решил сразу поменять передние стойки. Вот эти новенькие сегодня пришли. Вот, пара передних $150. Это самые дешевые я взял. Вот. Это старое такое вот все. Вот. Битое. Вчера поменял стойки передние. Машина теперь вообще как новая. Просто так комфортно на ней стало ездить теперь. В повороты можно заходить нормально. То есть ни крена никакого нету. Не прыгает машина. Ну реально прям теперь кайф. Дождик пошел. Так, ну что, нашел я, в общем, на маркетплейсе в Фейсбуке софа-бед, диван-кровать, короче, хорошую такую. Вот притаранил на крыше прям. Вот ехал миль 5. Нормально, привез. Шаш будем разгружать и на лодку засовывать. Я сейчас что заметил? Резина вся разная. Вообще все 4 разные. Это Гудрих. Это Хэнкок. Это Пирелли. И Кумхо. Вся разная. Где-то насобирали, блин. У меня, короче, здесь затык. Я не могу этот диван вкорячить. Вкорячить его сюда вообще чуть-чуть не хватает. Он, к тому же, просто тяжелый еще. Одному тяжело это делать. Тут помощник нужен. Вот буквально немного не хватает. Кобздец, блин, задолбался. Там вот я помыл, все постирал, сушу все, потому что там, у кого я брал, женщина, у нее кошек, собак дофига, попугай, короче, и запах такой был. Вот. Но она мне дала специальный дезодорант такой для мебели. Я ее плюс все помыл, прям напором воды, сейчас сушатся все пуфики. Матрас тоже помыл. Вот, так что вот самое основное осталось, вкорячить его сюда. Вот это все не... Я не могу, не понимаю, как это все вытащить. Честно говоря, вот эти дверьки. Сейчас, ну, попробую, разберусь еще, может получится. Но пока ничего не получается. Все, короче, пришлось эту металлическую штуку отсоединить. Вот, затянул. Ну, он легче гораздо стал, можно в одного уже затащить, а с этой вообще нереально одного.
Очень тяжело. Фу. Вчера у меня, короче, такая ситуация произошла. Хочу завести машину, она не заводится. Вообще все отключилось, электричества нету. Я сейчас потом посмотрел вчера же. Тут, короче, проблема с минусовой клеммой. Вот этот тут болт, вот эта шляпка вот этого болта, она прокручивается. Когда ты крутишь вот это, она крутится вместе с ней, короче, и ничего ее не стопорит, не держит. Вот в чем проблема. Вот. И клемма плохо держится сама на аккумуляторе. То есть слетает, видимо, контакт теряется и вообще обестачивается машина. Вот сейчас надо будет это все решить. Вот говорю, с аккумулятор, конечно, в неудобном месте, но благодаря этому, конечно, подкапотное пространство очень большое, очень много места. Можно манипулировать с двигателем, вон там, вот, говорю. Ради этого, в принципе, я готов терпеть, что вот аккумулятор в таком неудобном месте находится под крылом. Здесь вот. Ну ничего, ладно. О, новая приколюха у детей, да? Классная. Даки первые метры. Он сам крутит педали. Ничего себе. Буквально первые метры вообще. О. Да, туда. На тропинку только сюда, а то тут машины едут. Got to the road. I did it. О, ну все, Эдак, уже понял как, короче, самое главное. Уточки уже прикормленные, здесь пришли, покушали. Здесь хлебушек съели уже. Зашел в Home Depot, это магазин стройматериалов. Я забыл, что мне плохо от него становится. Я не знаю от чего, короче, вот каким-то пластиком, каким-то деревом обработанным пахнет. И у меня прям дурно становится. Вот я хожу там минут 5. Я вот сейчас зашел, вот этот запах почувствовал, дыхание, короче, задержал и вышел оттуда. Хотя мне надо было кое-что купить. Я понимаю, что мне сейчас дурно просто станет от этого. Такие дела. Ну, вы, наверное, тоже чувствовали, да, вот когда по магазинам большим ходишь очень долго, то ли освещение там не такое, прям утомляет очень сильно. Запахи, вот, особенно в строительном магазине, там же не продуктовый, вот, и как раз вот каким-то пластиком, вот, всякой бурдой пахнет, это ужас вообще. Ух ты, тут дед рассекает, красавчик, а. О, фигачит. О, класс, вот это серф, электросерф. Кстати, вот эти переключатели, вот эти шифтеры, китайские, которые я поставил, которые в 2 раза дешевле, чем самый дешевый Shimano. Переключают отлично, все работает. Нормально настроить. И все вообще чики-пуки. Никаких проблем. В плане надежности, не знаю, как бы в путешествии не проверял. Вот, ну пока я доволен. Со своей функцией справляются. Выглядят надежно, ничего не хлипко. Все хорошо. Вообще велик мне нравится сейчас. Сделал его под себя нормально. Гревел сделал. Руль вообще бомбезный, удобно тоже. Широкий хват здесь. Ой, у меня еще аллергия на чудо. Ой, блин, начала. Ветер южный как
достал. И что-то он начал приносить. Ужас, блин.